В 1983 году я поступила в Удмуртский госуниверситет на исторический факультет. И буквально через несколько дней после поступления у нас был семинар. И нужно было подготовить к этому семинару материал по книге Геродота «История». Надо сказать, что изданий Геродота было не так уж много. Одно было всего один экземпляр в университетской библиотеке, и поймать его я не успела. И оставался единственный выход – пойти тогда в библиотеку имени Ленина, где тоже был всего один экземпляр Геродота, и нас тогда собралось несколько человек. И мы пошли группой, по-моему, у нас было 3 или 4, мы тогда записались в библиотеку. В принципе, библиотека для студентов всегда тогда была открыта. Взяли эту книгу, и я помню, что читали мы ее фактически коллективно в том старом читальном зале, в том самом здании на Советской. И с тех пор, в общем-то, библиотека Ленина тогда, республиканская библиотека, национальная сейчас и так далее, это стало такое место, куда мы приходили достаточно часто, но пока учились в университете. Потом, я помню, провела много-много времени в библиотеке, когда готовила материалы для поступления в аспирантуру. И в последующие годы, уже много-много лет, я пользуюсь услугами этой библиотеки. В основном я брала литературу, связанную с исторической наукой, немного с политической, с экономической наукой. Интересно, что некоторое время я там в студенческие годы, а это были времена советские, с советскими дефицитами на художественную литературу, иногда читала такие, пользующиеся повышенным спросом художественные произведения или, например, свежие журналы, которые в силу вот этого дефицита невозможно было ни купить, ни достать, а там в читальном зале они обычно всегда были в наличии. Библиотека для нас была вообще в каком-то смысле определенным таким местом, где мы проводили какую-то часть своего времени, потому что, во-первых, там было очень много знакомых людей. В конце концов, город у нас не бог весть какой огромный, и в библиотеке часто встречались одногруппники, однокурсники, знакомые по другим курсам, по другим факультетам. То есть, в принципе, ты приходил в библиотеку, и довольно большое количество людей, сидящих в читальном зале, это были твои, если не близкие друзья, то, по крайней мере, худо-бедно знакомые люди, с которыми можно было не только там посидеть рядом, книжечки почитать, но и выйти в холл, посидеть там на пуфике, поразговаривать. Были регулярно разного рода книжные выставки. И к этим книжным выставкам они обычно были приурочены к каким-то датам, к каким-то событиям. Очень часто устраивались такие организованные выходы, то есть когда какое-то мероприятие проводилось, нас тогда еще студентов, а потом уже я в качестве преподавателя своих студентов приглашали в библиотеку, приглашали каких-то людей, которые были так или иначе причастны к этим событиям. Они представляли какие-то книги, они рассказывали какие-то истории. Иногда это было даже довольно любопытно, потому что я помню, что как-то в отделе краеведческом или в отделе музыкальном, а может быть и вместе, была какая-то презентация, во время которой выступали с песнями, плясками местные ансамбли народного танца. В общем, было довольно весело и интересно. Принимала участие в нескольких мероприятиях, которые организовывала библиотека. И, в принципе, тоже вообще нужно сказать, что практически все сотрудники библиотеки, с которыми я встречалась на протяжении многих-многих лет своего общения с этой библиотекой, это были люди в большинстве своем, во-первых, прекрасно воспитанные, глубоко порядочные, часто одержимые своей работой. Мы же прекрасно понимаем, что за те деньги, которые платят библиотекарю, человек, которого не интересует это дело, работать здесь не будет, он найдет себе другую работу. И это часто настоящие энтузиасты, фанатики своего дела, в хорошем смысле фанатики своего дела. И я думаю, что во многом библиотечное дело и вообще национальная библиотека, она держится именно на этих людях. Знаете, в многих городах европейских, в многих городах американских библиотека является основным культурным центром любого населенного пункта. И, например, даже в крошечных этих американских городках в свое время разного рода меценаты считали необходимым жертвовать деньги на строительство достаточно монументального, иногда избыточно монументального для крошечного городка здания, где располагалась библиотека. Она же выступала в качестве общественного центра, культурного центра. Туда приглашали гостей, там выступали заезжие политики, артисты и так далее. То есть фактически это здание, оно было таким своего рода, сердцем населенного пункта. И поэтому представить себе населенный пункт, лишенный полноценной, настоящей большой библиотеки, это достаточно можно, но печально.
Хотелось бы, чтобы в будущем, в ближайшие годы, в отдаленные годы, в стенах библиотек, и не только нашей национальной республиканской библиотеки, но вообще в стенах библиотек было много новых молодых людей. Потому что опыт нашей университетской библиотеки показал, что долгие-долгие годы студенты страдали от того, что у нас нет такого здания, и наши абонементы литературы были разбросаны по нескольким корпусам, были очень тесные, неудобные читальные залы, но они всегда были переполнены. И, наконец, спустя много-много лет мы, наконец, получили в университете эту огромную, прекрасную, великолепную библиотеку. Но когда я туда сейчас прихожу, меня поражает пустота коридоров. То есть мы ее построили как раз в тот момент, когда наши студенты оказались тем поколением людей, которые не научили ходить по библиотекам. И сейчас у них эту потребность ходить по библиотекам приходится воспитывать заново. И хотелось бы, чтобы библиотеки, национальная библиотека, университетская библиотека, городские библиотеки все-таки были полны людьми. Потому что библиотека работает с людьми, она работает не с книгами.